Правительством России поручено главам регионов взять под личный контроль создание резервно-коечного фонда для больных коронавирусом. Подружка, как твои дела? Смотри, что я тебе привезла. Как же долго они добирались домой? Расскажем о детях, возвращенных из Ирака и Сирии в начале года. Накормить, обогреть и адаптировать. В этом щитовом доме проживают трудоустроенные здесь на объекте нелегалы. Что приковывает внимание, так это полная антисанитария. Сами они не местные, но работать хочется. Как решают вопрос с мигрантами, нарушившими российское законодательство? Хотим сказать и заверить всех наших граждан, всех наших абонентов, что это временные трудности. Как только мы закончим прокладку этого нового газопровода, давление будет нормализовано. В Назране жителей подключают к новому газопроводу, но не все граждане понимают, зачем. Проводятся все мероприятия обеззараживающие. И вот один вагон, и там все наши они призывники. Вирус службе не указ. Расскажем об осенней призывной кампании в Ингушетии в условиях эпидситуации. Здравствуйте, это новости 24. Муниципальной власти Ингушетии предстоит провести анализ упущений в деятельности антинаркотической комиссии, выявленных проверочными мероприятиями сектора по взаимодействию с правоохранительными органами, администрации главы и правительства региона, и обеспечить повышение эффективности работы советов. Об этом было заявлено на заседании Республиканской комиссии под председательством главы региона Махмуда Али Калиматова. Изучение текущей ситуации показало, что на местах часто не имеют полного понимания функционала и специфики комиссии. Главы администрации муниципальных образований, вопреки положениям, не всегда участвуют в их заседаниях. Сроки и периодичность проведения нарушаются. Решения повторяются из года в год и не всегда конкретные. Такое мнение выразил советник главы Ингушетии Игорь Антонов. Руководитель региона считает, что именно муниципальные комиссии должны стать фундаментом для борьбы с распространением наркотиков. При этом задача состоит и не в том, чтобы подменять правоохранительные органы, а в том, чтобы своевременно поднимать тревогу и фокусировать внимание органов правопорядка и ответственных ведомств. По численности, которые у вас есть, по численности в каждом городе, районе, не только там Карабулак или другие, да, у вас, если не будет там работы, а вы знаете прекрасно, еще лучше, чем здесь члены антинаркотической комиссии в районах, городах, кто у вас там чем занимается. Поэтому что мы собираемся делать? Почему? Какие причины? Вот вы говорите, там, духовенцев привлекаете. Ну, и что? Люди-то гибнут. Врачей мучают, чтобы диагноз не ставили. Куда мы идем-то? Главы тоже должны понимать, что это вопрос серьезный. Это наше будущее, понимаете? Будущее. И слышит столько-то мужчин и 3 женщины. 3 женщины, да? Дожили. Я что хочу сказать. Тут, наверное, надо усилить оперативную работу. Очень серьезно. Вот управление борьбы с наркотиками в МВД есть. Вот с этим надо, я не знаю, результаты должны быть. Я посмотрел, что там 30 килограмм изъято, да? Это в 2020 году? В 2020. Просил бы вас серьезно этим заняться. Потому что мы-то комиссии будем проводить, мы-то будем требовать из глав и абсолютно все параметры выполнять требований закона. Но есть еще результат
Этой проблеме будет посвящен и антинаркотический форум, который пройдет 26 ноября 2020 года в Центре культурного развития Магаса. Его целью станет изучение передового опыта общероссийских общественных антинаркотических движений и введение в правовое поле существующих республиканских волонтерских сообществ. Об этом сообщил руководитель Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Волков. Всего в мероприятии ожидается участие 50 человек. Это ведущие федеральные эксперты, специалисты, изучающие проблемы профилактики наркомании и наркопреступности, представители органов власти, общественности и духовенства. Среди спикеров руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, председатель Совета фонда по формированию духовно-нравственного и физически здорового поколения «Аль-Амин» Марат Султанов, председатель Всероссийского общественного движения «Стоп наркотик» Сергей Полозов. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Махмуд Али Калиматов акцентировал внимание присутствующих на необходимости адресной профилактической работы с молодежью, которая является самой уязвимой категорией. Особо хотел бы обратиться к главам районов, городов. Ложное понимание, скрытие этих людей, вот она пересекается с ДТП, который мы по аварийности вот в прошлый раз заслушивали. Вот, и там немало вот этих употребителей наркотиков, наркоманов, которые, вот он преступник, да, а его выгораживают. Там уже 2-3 трупа, дети, старики, женщины, а его выгораживают. Так вот, в этом плане, значит, тех больницах, где-то еще, вы интересуетесь, значит, какие-то информации взаимодействия с МВД, потому что нельзя это оставлять. Вы знаете, мы просто, уже героин тут килограммами, десятками уже у нас появляется. Это зараза такая, она прям существует, ее надо вытравливать каленым железом. Понимаете, выжигать надо это все. Знаете, все, что мы запланируем, мы будем делать. Ответственность главы. И хотел бы вам сказать, строго, очень строго. Вот указать, и не думайте, вот ваш этот рейтинг, да, он будет у вас понижаться, и за каждый этот вопрос. Прекратите там своим заместителям назначать председателями и работать спустя рукава. И взаимодействуйте с силовыми структурами, правоохранительными структурами и информацию. И особенно работайте школами. И продумать надо еще одну ситуацию. Вот категория учащиеся там, без работы там, учащие колледжев, университетов, иногородних. То есть разбейте, разбивку дайте. Если там уровень, значит, школы, будем на школы, значит, выходить и заниматься более тесно. Если это в колледжах, значит, по колледжам пойдем. Если это в университете, будем университет брать на контроль. В завершении встречи глава региона еще раз отметил важность предстоящего форума и обсуждаемой темы, подчеркнув, что все организационные вопросы должны быть решены на высоком уровне. Диана Дударова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24. 13 ноября вступили поправки в постановление главного государственного врача России о профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. В общей сложности 10 поправок. Сегодня в стенах Роспотребнадзора прошла встреча сотрудников республиканского управления с главными региональными врачами. Все подробности у Муслима Ганиева. Все поправки в постановлении – это меры противодействия распространению инфекции. Сотрудники Роспотребнадзора доводят до главных врачей республики каждую поправку детально. Какова тяжесть эпидемического процесса на сегодняшний день? Все вы знаете не понаслышке, имеете такую возможность оценить этот процесс изнутри, к сожалению. Хотелось бы, чтобы все это пошло на спад, и поэтому в помощь нам вытекает методическая документация. По новым правилам, для того, чтобы пациент с ковидом считался здоровым и смог приступить к труду, достаточно получения одного отрицательного теста. Согласно поправкам, исключается письменное уведомление о положительном результате на тест. Отныне достаточно сообщить об этом заболевшему по телефону. Больным не будут выдавать это постановление и контактным не будут выдавать. Если раньше мы всех больных, которые у нас лежали в стационаре, мы выписывали их после 2 отрицательных результатов.
Теперь, если первый результат у вас отрицательный при выписке, то повторный делать не нужно анализ. Если он положительный, и повторный анализ нужно делать не менее, чем через 3 дня. Также по новым правилам люди, которые контактировали с больными COVID-19, могут уйти на 2-недельную самоизоляцию, не проходя тестирование. Простыми словами, если один из членов семьи заболел коронавирусом, то вся семья должна уйти на карантин. Если вы работаете, то имеете полное право открыть на это время больничный и получить за это компенсацию. Автоматически вы уже считаетесь лицом, которое обязано быть на самоизоляции в течение 14 дней. А уже врач, в свою очередь, ставит вас в известность, что, допустим, ваш член семьи с подтвержденным диагнозом COVID-19, вы сидите на изоляции 14 дней, мы открываем вам с этого момента больничный лист, автоматически он уходит уже в фонд социального страхования. И в течение этих 14 дней методом аудиозвонков мы узнаем о вашем состоянии. Либо вам оставляют номер телефона участковой службы. При появлении первых признаков симптомов заболевания вы набираете свою участковую службу, врача амбулаторных ковид-центров и говорите о том, что у вас появились признаки. К вам выезжает амбулаторная бригада, которая задействована в борьбе с COVID-19 и проводит все необходимые мероприятия. Также, согласно новым нормам, выйти из карантина людям, которые контактировали с больными коронавирусом, можно через 14 дней. При этом вам не придется, как раньше, проходить лабораторные тесты. Эта норма будет действовать, если у вас нет признаков заболевания. Это значительно облегчает, лишней загрузки на лаборатории не будет. Ну, как и обычно. Но в данной ситуации, еще раз говорю, здесь основная нагрузка на плечи участковой сети, которая должна реагировать, у которой должна быть связь, опять же, мобильная связь, какая угодно связь с контактными. Помимо озвученных, еще важной поправкой является и то, что срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента взятия биоматериала, а все внесенные поправки будут действовать до конца 2021 года. Муслим Ганиев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Правительством России поручено главам региона взять под личный контроль создание резерва коечного фонда для больных коронавирусом. Он должен составлять не менее 20% коечного фонда в каждом регионе. Вместе с тем, участковые врачи и службы скорой помощи при необходимости должны быть обеспечены дополнительным автотранспортом. Для этих целей могут быть задействованы свободные машины госведомств, бюджетных организаций, а также грузоперевозочных компаний. Помимо этого, необходимо ускорить обработку обращений, поступающих на федеральную горячую линию для медработников, в том числе по вопросам оказания помощи пациентам. Информацию о выполнении этих поручений главы регионов должны направлять в Минздрав еженедельно. Ингушетия готовится встретить еще одну группу детей, находившихся на Ближнем Востоке. Всего из Ирака и Сирии возвратились на родину, в Россию, 224 ребенка. Их привезли в пятницу спецбортом в Москву. Сейчас они на карантине. Ну а сегодня расскажем о тех, у кого уже больше полугода на адаптацию. Этих ребят привезли в феврале. О том, как сложилась их жизнь в условиях мира и заботы, расскажет Зелимхан Калоев. Подружка, как твои дела? Смотри, что я тебе привезла. Радостный смех Алимы не сравним ни с чем. Еще год назад девочка с 2 младшими братьями находилась в Сирии. Они пережили суровые испытания, но самое страшное для детей теперь позади. Обстрелы, лагеря беженцев и голод. Алима в этом году пошла в 1 класс, нашла друзей и получила первые оценки. Двойки есть? Покажи мне, двойки есть у тебя? Нет, у нее все 5, она умница. Вот 5. Но это все мы не видим, мы с тобой это не видим. Детский омбудсмен Зарема Чехкиева с момента приезда девочки на родину успела стать для нее лучшей подругой. К Новому году они будут готовиться вместе. А на Новый год что ты оденешь? Кем ты у нас на Новом году будешь? Не знаю. Зайчик? А? Зайчик с пузой будет. Или Снегурочкой будешь? Снегурочкой. Снегурочкой? Давай я тебе красивый костюм привезу. Да. Давай? Все? Тем временем братья Алимы в садике изучают книжки с яркими картинками, играют в докторов. Смышленые, умные, любознательные мальчики быстро нашли здесь своих друзей. Ясиру всего 5 лет, самому младшему Альбаре 4 годика. Ясир, к примеру, уже определился с будущей профессией. Я очень рад, что хожу там в садик.
А вот брат Ясера, Альбара, очень скромный и стеснительный. Есть телепузик. Он говорит да. Он говорит, да? Ты вместо него отвечаешь, да? Давай. Но это из-за камер, говорят воспитатели. На самом деле они гиперактивные, хотя вначале было не так. Вначале были, конечно, сложности, а потом они адаптировались. Очень активные дети, привыкли, любят играться много, отвечают на вопросы, любознательные, смышленые, умные дети. На их глазах погибли родители. В палаточном лагере, где они жили, почти не было еды и воды. А что такое конфеты, они узнали, похоже, только когда их забрала бабушка. Больше года она вместе с супругом делала все возможное, чтобы привезти родных домой. Дедушка их не ездил за ними, чтобы их вывести на границу Сирии. Но не получилось. Не получилось их вывести оттуда. После этого погиб и сам мой супруг, и сын погиб, и сноха погибла. С каждым разом искать детей в Сирии все сложнее. Их стригут, перекрашивают, меняют имена. Сотрудники аппарата российского уполномоченного по делам ребенка проводят ДНК-экспертизы, ведут непростые переговоры с курдами, которые контролируют лагерь, чтобы доказать, эти дети граждане России. Когда в начале этого года, наконец, родственники добились возвращения домой, радости не было предела. Обещать им дуклядерсу благотворительному фонду. Сын ждет, да и Андрей лят. Ди укай Андер цардак, ухчва вахнде, отдельные участки дедаян. Лят да Андрей. Уполномоченная по правам ребенка при главе Ингушетии пытается всячески поддержать семью. Они находятся у нее на контроле. Определили в садик, в школу. То, что семья ютится в маленьком двухкомнатном доме в Карабулаке, только одна из проблем. На данный момент у бабушки нет никакого дохода, кроме этих опекунских. Это где-то 14 тысяч. На 14 тысяч 3 детей, конечно, на ноги поставить у нее не получится. Для того, чтобы она получала эти деньги, пособие по потере кормиться, ей необходима справка о том, что родители погибли в Сирии. Но эту справку, естественно, ни нам, ни МИДу России, никто нам, естественно, не даст. Поэтому через наше МВД мы пытаемся сделать все возможное, чтобы изначально они были в розыске, и основываясь на эту справку, что родители были в розыске, уже через суд сделаем все возможное, чтобы бабушка получала эти пособия. Шанс на новую жизнь есть и у других. Из сирийского лагеря беженцев Аль-Холь на родину в Россию удалось вывести 31 ребенка. Накануне спецборд приземлился на аэродроме Чкаловский. Всего в работе 60 проб ДНК. Это значит, еще 60 детей в ближайшее время могут оказаться на родной земле. Я точно одно могу сказать. Мы будем работать до последнего ребенка. До последнего ребенка, которого мы разыщем на этих территориях. Самому младшему пассажиру нет и 2, но ни о каком нормальном детстве в этой их прошлой жизни не было и речи. Голод, нечеловеческие условия, теперь все будет по-другому. Дети сейчас на карантине в одной из московских больниц. И совсем скоро они, наконец, встретятся со своими родными и близкими. Известно, что среди них есть дети и из 3 ингушских семей. После паузы, которую пришлось взять из-за ограничений по коронавирусу, это уже 3-й такой борт. Но даже во время перерыва работы не прекращались. Оформлялись документы. Сейчас в Сирии, как сообщил уполномоченный по правам ребенка, ведутся переговоры о следующем рейсе. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 60 миллиардов рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет. Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4 миллионов человек. Оформить пособие можно, подав электронное заявление на портале госуслуг при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты. Рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства прошел в Магасе. Сюда приезжают целыми семьями в надежде заработать. Нанимаются строителями. Трудовую деятельность осуществляют зачастую нелегально. Отдельный вопрос – соблюдения мер безопасности. Об итогах проверки в сюжете. С погони за беглецами начинается рейдовое мероприятие сотрудников миграционной службы совместно с трудовой инспекцией. Нелегалы, трудоустроенные здесь, на территории строящегося военкомата, сразу бросаются в рассыпную, но скрыться удается не всем. Скажите, у вас документы есть, удостоверяющие личность? Карантин. Ну подождите, карантин не связан. Есть. Президент, Уважаемый, я вам задаю... Российский президент вообще миграция вообще не
Что, вообще ничего не надо, документы не нужны, делай, что хочешь. Уважаемый, я вам скажу, вы очень сильно заблуждаетесь. Требования федеральных законов обязывают вас иметь документ, удостоверяющий личность. Второй документ, который удостоверяет законность вашего здесь нахождения как минимум. А карантинные меры это вводят немного другие ограничения. Довод, который приводит в свою защиту уроженец Таджикистана, это как раз указ президента под номером 274, согласно которому выдворение нелегалов из страны запрещено в связи с распространением коронавирусной инфекции. Им он и апеллирует перед сотрудниками миграционной службы, просит понять и отпустить. Ну а этот выходец из солнечного Узбекистана бежать даже и не пытается, да и вряд ли бы у него это получилось. Он еле стоит на ногах, но уверяет, что к своему здоровью он подходит ответственно, заразиться ковидом не хочет, меры защиты использует. Скажите, а почему от вас пахнет спиртным? Почему мне пахнет? Карантин, из-за этого дезинфекцию сделал. Дезинфицировались, да? А чем, если не секрет? Спиртом. Как выяснилось, документов, разрешающих проживание и трудовую деятельность на территории республики, у иностранных граждан нет. Все задержаны для установления личности, ну а бегство нелегалов является поводом для скорейшей проверки на их причастность к уголовным преступлениям. Уже вторая попытка данного мигранта убежать от сотрудников полиции вызывает сомнения вообще его законность нахождения, а второй момент более тщательно будет проверяться на причастность к совершению уголовно наказуемых деяний. Поэтому проверка именно данного этого гражданина мы подключим уголовный розыск и Центр по действию экстремизма. Условия проживания, размещения и организация точек питания лиц, занимающихся трудовой деятельностью на строительных объектах, строго регламентировано в Кодексе об охране труда, который здесь, по всей видимости, просто игнорируется. В этом щитовом доме проживают трудоустроенные здесь на объекте нелегалы. Что приковывает внимание, так это полная антисанитария. По словам сотрудников управления по вопросам миграции, данное нарушение зафиксировано и будет передано в Роспотребнадзор. По словам Андрея Петрашова, миграционная ситуация и вопрос трудоустройства иностранной рабочей силы в регионе стоит на особом контроле как в Министерстве внутренних дел, так и в правительстве Ингушетии. Если же хозяйствующий субъект, юридические лица, подрядная организация принимают решение о трудоустройстве иностранной рабочей силы, то они должны в первую очередь осознавать, что необходимо соблюдение федерального законодательства при приеме иностранных граждан на работу обязательно и, неукоснительно к исполнению. Основные требования в соответствии с 115 федеральным законом – это, во первую очередь, законность нахождения иностранной рабочей силы на территории. Второй момент, уж если они приняли к осуществлению трудовой деятельности, приоритет оказался на стороне мигрантов, то юридические лица должны в обязательном порядке заключить с ними трудовые отношения, направить уведомления о приеме на работу и, соответственно, пополнять бюджет республики. В плане совместных мероприятий по проверке соблюдения миграционного и трудового законодательства еще один объект. Здесь по улице Чахкиева возводится многоквартирный дом. Около полсотни строителей заняты монтажными работами, все экипированы. Самое главное — это каску одеть. А так все имеется конкретно нормально. А были у вас такие чрезвычайные ситуации, где при отсутствии касок, вы могли бы пострадать? Да, когда стоят, я мог подниматься, мог гвозди есть, голову могли засунуть. Но когда каска имеется, они не заходят. По словам сотрудников трудовой инспекции, этот стройобъект является образцово-показательным. Так или иначе, наниматель иностранной рабочей силы обязан знать, что действующее трудовое законодательство распространяется и на нелегалов, несоблюдение которого может привлечь к административной ответственности. Там, где у нас предусмотрено административным кодексом невыдача средств индивидуальной защиты, это у нас штраф, конечно, высокий, на должностное лицо от 20 до 30 тысяч, на юридическое лицо от 130 до 150 тысяч рублей. Но при этом не заключение договоров и привлечение работников без заключения трудовых договоров. Здесь это уже отдельные санкции, там они начинаются от 10 до 20 тысяч, на должностное лицо, на юридическое лицо от 30 до 50. Эти санкции они будут применяться в данном случае, если человек, работодатель, незнание закон не освобождает, конечно, от ответственности, но нам закон еще предусматривает возможность идти навстречу тем работодателям, которые стараются исправить свои ошибки, предоставить необходимые условия труда для работников. Нелегальное пребывание и незаконная экономическая деятельность иностранных граждан несет серьезный ущерб бюджету региона, так как эта категория граждан не платит налоги. Подобные проверки будут проводиться и дальше. Адам Мережков, Ахмед Гандаров, Новости 24.
В 8:31 в оперативно-пожарную смену Главного управления ЧС по Республике Ингушетия поступило сообщение о возгорании в городе Назрани по улице Железнодорожная. По прибытии было установлено, что горит пристройка к жилому дому, навес и автомобиль. Для ликвидации пожара было привлечено 15 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники. Из-за ветра, из-за погодных условий соседнее домовладение перешел огонь. В итоге пострадал гараж соседа и навес самого хозяина владения. Была угроза распространения еще одного соседнего дома, который находился сзади. Успели защитить и ликвидировать пожар. Пострадавших нету, причина уточняется, это надзорные органы и экспертная служба уже будет разбираться, выяснять причину пожара. В Назрани абонентов подключают к новому газопроводу, но он заменил прежний ветхий, так что этой зимой, по словам газовиков, с поставкой тепла в дома проблем не возникнет. Потребителям рекомендуют заключить договоры на техобслуживание. Для чего это необходимо, узнаем у Даны Плиевой. Срезать старые трубы и поменять их на новые – это работа на полчаса, отмечает Джамалел Гасаров. Трубы или так называемые стойки идут от основного газопровода и подают голубое топливо прямо в дома. Но из-за ветхости их давно пора менять. Вот только не все домовладельцы довольны таким нововведением. Но рано или поздно старый газопровод объяснять убеждать. Правда, тут на улице Казбеги никаких проблем не возникло. Переподключиться к новой линии должен лишь один абонент. Бекхан Аушев на правах хозяина даже уговаривает зайти работников на чай. В этот холод не помешает согреться. О работах он знал заранее. Противиться не стал. Каким печальным последствиям могут привести ветхие трубы, узнал на днях. В связи с последним случаем в Кажеве желательно, чтобы часто приходили, смотрели, обслуживали. До этого у нас проблем вроде бы не было на старой линии. Будем надеяться, что газ будет стабильно и с нормальным давлением. Такие работы газовая служба проводит по всем районам региона. Стартовали они еще в начале года. Согласно календарному плану, сейчас они проходят в Назрани. С ними и связаны жалобы некоторых абонентов. Газ стал слабо поступать в дома. Нельзя заменить газопровод, чтобы элементарно хотя бы давление где-то не упало. Соответственно, это мы хотим сказать и заверить всех наших граждан, всех наших абонентов, что это временные трудности. Как только мы закончим прокладку этого нового газопровода, давление будет нормализовано. Переподключение к газопроводу проводит согласие самих жильцов. Есть среди них и отказники. Причины разные. Большинство боится, что подключение к новой линии стоит больших денег. Тому, что работы ведутся бесплатно, не верят. А это факт. Но процедура по замене газопровода из добровольной перейдет в обязательную. С 17 числа этого месяца мы предоставляем 10 дней для того, чтобы люди сами заключили договора на обслуживание в нашей компании. По истечении этих 10 дней уже наши работники вынуждены будут уже отключать старый газопровод, потому что это уже небезопасно. Поэтому заключить договор на обслуживание в Назрановскую газовую службу советуют как можно скорее. Либо позвонили в справочную службу, либо в диспетчерскую службу. Контактные номера есть на сайте Газпромгазораспределения Назрани, есть в Инстаграм, странице, в социальных сетях. Закончить все работы газовики планируют до конца года и лишний раз напоминают. Замена ветхих труб в первую очередь необходима для безопасности людей. Они – частая причина утечки угарного газа, который в народе прозвали «тихим убийцей». Его запах нельзя почувствовать, и этими простыми действиями можно спасти жизнь себе и близким. Дана Плиева, Магомед Даскиев, Новости 24. Коронавирусная инфекция не отменяет сроков осенней призывной кампании. Началась она, как обычно, 1 октября и продлится до 31 декабря. Ряды всех видов вооруженных сил России в этом году пополнят 135 тысяч новобранцев. Из них более 150 из Ингушетии. Направлены призывники будут в сухопутные, воздушно-космические, железнодорожные и войска Национальной гвардии РФ. И около 25 водителей категории «С». У нас на сегодняшний день 60% уже отправлено. Буквально через пару дней мы должны уже
отправить ребят в город Луга, это Санкт-Петербург. 23 человека мы туда отправляем. Все, что связано, значит, с торжественными мероприятиями, как у нас было это раньше, мы сейчас их не проводим в связи с тем, что есть указание главы Республики Ингушетия о том, что минимизировать, значит, общение. Решением главы Ингушетии создан оперативный штаб по организации противодействия распространения коронавирусной инфекции. В связи с пандемией коронавируса комиссариаты приняли все меры безопасности, обеспечили военно-врачебные комиссии специалистами и всем необходимым оборудованием, которые помогут протестировать на коронавирус всех призывников. Для этого созданы 4 медкомиссии, где каждый потенциальный призывник должен пройти полное медобследование. Проводятся все мероприятия обеззараживающие. И вот один вагон, и там все наши одни призывники. То есть контакта с населением в пути исследования не будет. Поэтому эти все мероприятия нами проведены, включая тот транспорт, я имею в виду автобус, который будет доставлять их до вокзала. То же самое, все меры будут приняты, значит, чтобы где-то не заразились. К здоровому образу жизни приобщают жителей Нового Реданта. Вскоре там появится новое футбольное поле. Сейчас идут строительные работы. Объект предусмотрен национальным проектом образования. Он подразумевает не только возведение учреждений, но и реконструкцию имеющихся, а также реновацию спортивных площадок. Тему продолжит Хава Гагиева. Футбольное, волейбольное и баскетбольное поле. 3 в одном. Вот такой оригинальный подарок получили учащиеся Центра непрерывного образования в рамках федеральной программы «Успех каждого ребенка». А еще травмобезопасное покрытие, современное освещение и съемная сетка. Заниматься на свежем воздухе вскоре будет гораздо интереснее. Когда нет условий, но и желания, приходится сложно, признается Фатима Танкиева. Старое поле давно в плачевном состоянии, и вопрос необходимости нового возникал не раз. Я хочу подчеркнуть, что такой площадки у нас не было. Для нас это большой подарок для наших детей. Почему? Потому что все сделано на самом современном уровне. Покрытие для безопасности наших детишек, нуждающихся именно вот в такой защите. Вот. И для нас это действительно очень приятный, долгожданный подарок. Я думаю, что наши дети с удовольствием будут заниматься здесь, и педагоги тоже сделают все возможное, чтобы они получили хороший заряд. Работы начали в августе, строители управились за месяц. Новую спортплощадку оборудовали в рамках национального проекта образования. Оценить масштабную работу в полной мере дети пока не могут. Погода не позволяет. Но занятия спортом никто не отменял. В перерыве между уроками они проводят физкульт-минутку. Погожих деньков здесь ждут с нетерпением. Помимо оздоровительной физкультуры, предпочтение также отдают и классическим играм. Адам Ажигов уже решил, чем займет свое свободное время. Всего в рамках проекта ремонт планируют провести порядка в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Предусматривают также все условия для занятий физической культурой и спортом. По данному направлению были построены 4 современных воркаут-площадки, а также произведен ремонт в 6 спортивных залах образовательных организаций, расположенных в сельской местности. Здоровому образу жизни в регионе уделяют особое внимание. Благодаря новому полю юные спортсмены могут в полной мере проводить занятия и состязания по нормам ГТО. Хава Гагиева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи.